эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. В 2019 году социальные сети в республике накрыла волна сообщений о фактах употребления детьми никотиносодержащих смесей, так называемых снюсов, появление новых видов психоактивных веществ и способов вовлечения подростков в их распространение, наряду с уже ставшими привычными фактами употребления спайса, бытового газа и алкогольной продукции, не может не тревожить родительскую общественность, педагогов, прокуроров и работников полиции. Об этом мы побеседуем сегодня с Марией Мордовской, старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод несовершеннолетних прокуратуры республики, младшим советником юстиции. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Какова ситуация в республике по употреблению психоактивных и наркотических веществ среди несовершеннолетних? Ситуация на самом деле в настоящее время не очень благоприятная. В 2019 году возросло количество преступлений, которые несовершеннолетние совершили в состоянии алкогольного опьянения с 80 до 86. В настоящее время, по данным органов внутренних дел, на учете в связи с употреблением алкогольных и спиртосодержащих напитков состоит 328 несовершеннолетних, а также состоит 7 несовершеннолетних в связи с употреблением наркотических средств. Кроме этого, у нас в республике в 2019 году имеют место 8 смертельных случаев подростков в результате употребления психоактивной продукции. 6 несовершеннолетних скончалось после употребления газа, и 2 несовершеннолетних умерли от обморожения после употребления алкогольных напитков. Следует отметить, что во всех случаях смерти детей от употребления газа указанные дети воспитывались в благополучных семьях, родители не знали о том, что ребенок занимается так называемой газовой токсикоманией. Газ для несовершеннолетних привлекателен тем, что он практически не оставляет никаких следов, очень быстро улетучивается запах газа. Газовые баллончики находятся в свободной продаже, поэтому родителям следует обратить внимание в случае обнаружения у детей газовых баллончиков для газовых плит и зажигалок, поскольку это может свидетельствовать о том, что ребенок начинает употреблять психоактивные вещества. Кроме этого, у нас в республике 2 несовершеннолетних умерло после употребления спиртных напитков от обморожения. Указанные смерти произошли в обоих случаях. Несовершеннолетний отпросился у родителей, пошел употреблять спиртные напитки и по дороге домой умер от обморожения на улице. В связи с этим родителям, особенно в зимнее время, следует уточнять, дошел ли ребенок до пункта назначения, и сопровождать ребенка, чтобы избежать таких трагических последствий. Кроме этого, употребление алкогольных напитков является одним из сопутствующих условий для совершения суицидов. В 2018 году в состоянии алкогольного опьянения совершено 6 суицидов и в 2019 году 3 суицида. Поэтому ситуация не очень благоприятная. Несут ли ответственность организации и предприниматели, реализующие никотиносодержащие смеси в настоящее время? Какого рода планируются изменения на законодательном уровне в этом вопросе? Запрет на реализацию снюсов в настоящее время установлен на уровне федерального законодательства. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за реализацию снюсов, которые содержат табак. Однако в настоящее время появились снюсы, которые в своем составе не содержат табак, однако содержат сильную концентрацию никотина. Никотин – это токсическое вещество, и в связи с этим законодатель установил предельные размеры никотина, которые могут содержаться в одной сигарете. В связи с тем, что снюсы не содержат в своем составе табак, антитабачное законодательство в этом вопросе не регламентирует, сколько никотина должно содержаться в одной капсуле. В одной капсуле может содержаться никотина, которая в 10, а то и в 20 раз превышают допустимую норму. Таким образом, снюс, он очень токсичен,
В своем составе снюсы содержат также известняк, который предназначен для разъедания мягких тканей, чтобы никотин сразу попадал в кровь. Поэтому он является очень опасным. В связи с этим в Ильтумен разработан законопроект, который будет запрещать продажу снюсов, бестабачных жевательных смесей несовершеннолетним. Также планируется ввести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия, которая будет предусматривать ответственность лицам, которые реализовали бестабачные жевательные смеси, снюсы несовершеннолетним. Ну а в случае, если все-таки вот приобрели и употребили, какая ответственность предусмотрена для несовершеннолетних, которые в отношении подростков, которые употребляют психоактивные вещества? Так, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено два вида ответственности. Это для несовершеннолетних, которые достигли 16-летнего возраста, это по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях, то есть за потребление психоактивных веществ. И в случае, если ребенок не достиг 16-летнего возраста, ответственность будет по статье 20.22 Кодекса об административных правонарушениях, и штраф выплачивается родителями, составляет от 1500 до 2000 рублей. А на практике это применяется? Часто ли приходится применять вот у нас в республике эти акты? Да, очень часто. Комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают указанные протоколы, составляются сотрудниками полиции. В случае обнаружения несовершеннолетнего, который употребил психоактивные вещества, составляется указанный протокол. Очень часто применяется. Что делать родителям в связи с появлением таких новых способов распространения наркотиков, как интернет? Сейчас все подростки сидят в интернете, и вся эта зараза идет оттуда. Каким образом можно предупредить вовлечение детей в потребление и распространение психоактивных веществ? Так, в настоящее время имеются специальные программы, которые блокируют запрещенный контент, не предназначенный для детей. Следует также контролировать, с кем общается ребенок в социальных сетях, смотреть, какие страницы он посещает. Также родителям следует больше внимания уделять досугу ребенка, вовлекать его в какие-то спортивные мероприятия, в туризм, в творчество и так далее. В выходные также следует больше внимания уделять ребенку. Ну, наверное, не только родители. Кто еще может помочь родителям в борьбе за ребенка? Куда обратиться, если у ребенка появился интерес к подобным веществам? Или уже сформировалась, к сожалению, пагубная зависимость? Так, уже, если речь идет уже о сформировавшейся зависимости, то следует обратиться, конечно же, к специалистам. Это врачи-наркологи, которые могут помочь спасти ребенка от этой зависимости. В городе Якутске следует обратиться в Якутский республиканский наркологический диспансер. В выходные дни по Кирова 19, и в случае, если необходимо провести обследование в ночное время, это на Автодорожной 38. В районах следует обратиться к наркологам, которые работают в районных поликлиниках. А в случае, если интерес только формируется, следует обратиться в первую очередь в общеобразовательную организацию. В настоящее время во всех школах практически у нас сформированы посты ЗОЖ, 628 постов ЗОЖ, которые помогают детям, у которых начинает формироваться указанная зависимость. Также в каждой школе имеется психолог, который может оказать ему помощь в случае, если у ребенка начинает появляться интерес к психоактивным веществам. В школах, как правило, один психолог на большое количество детей. А какая-то работа с учителями ведется, чтобы учитель сам мог определить, что есть, возможно, у ребенка какие-то проблемы? Так, для того, чтобы определить, есть ли какая-то возможность склонения ребенка к употреблению психоактивных веществ, с 2014 года проводится ежегодно тестирование в целях раннего выявления употребления и склонения к употреблению психоактивных веществ. Например, в 2019 году указанное тестирование прошли около 48 тысяч детей, из них 3 тысячи детей отказалось.
По результатам указанного тестирования возможность употребления или склонения к употреблению психоактивных веществ была обнаружена у 1162 подростков. Таким образом, указанное тестирование проводится для того, чтобы оказать помощь ребенку до формирования указанной зависимости. То есть по результатам указанного тестирования с ребенком уже проводится конкретная помощь психологами, постами ЗОЖ, начинается вовлечение в какие-то внеучебные занятия, поэтому необходимо проходить указанное тестирование и не отказываться. Но вот эти цифры, которые вы озвучили, они о чем говорят? То, что у нас назрела проблема уже достаточно серьезная, или пока мы еще находимся, если может быть в сравнении с другими регионами по вовлечению несовершеннолетних? На учете, как я уже сказала, 328 подростков, это то есть дети, которые не достигли 18-летнего возраста, уже состоят на учете подразделений по делам несовершеннолетних. На мой взгляд, это достаточно высокая цифра для такого региона малочисленного, да, как Республика Саха-Якутия. Поэтому это достаточно серьезная проблема. А вот ведется какая-то работа именно с родителями в плане вот этих психологических тестов, которые проходят в школе? Объясняется им, для чего это делается? Да, родителям также объясняется, и указанное тестирование детей, которые не достигли 16-летнего возраста, может быть проведено только с согласия родителей. То есть некоторые родители также отказываются от прохождения указанного тестирования, поскольку боятся распространения там каких-то личных, персональных данных. Однако им не следует этого бояться, поскольку вся полученная информация в результате тестирования относится к персональным данным, и ответственность за разглашение персональных данных предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Большое спасибо, Мария Владимировна, за содержательную, интересную беседу. Проблема действительно назрела, и действительно ее надо как-то решать. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.